Мгм. Всем привет, дорогие друзья. Сейчас, подождите, настрою немножко стрим. Э, Мгм. Всем привет, дорогие друзья. Сейчас, подождите, настрою немножко стрим. Э, Так, почему я себя слышу? Сейчас. В общем, короче, решил поговорить с вами, дорогие друзья. Там сегодня день такой. Та неделя просто сильно насыщенная была, не было возможности в прямой эфир выйти, о том о чем поговорить. Сейчас там настраивал кое-какие вещи на ютубе. Сейчас, подождите. Пытался там активизировать различного рода там тиктоки там и все прочее, но все это сложно. Потом отказался от того, чтобы покупать платную подписку на рестриме, уж слишком дорого. Там, в принципе, по идее, если руки не из задницы растут, можно все это сделать на ОБС, короче. Ну, там, да, есть некоторые тонкости и нюансы. Например, в Твиттере нельзя трансляцию вести, если ты не... У тебя не платный аккаунт, не подписанный. Не премиум аккаунт, точнее. Так, сейчас посмотрим, как у вас там идет стрим наживо. Сейчас мы его... Вообще надо проанонсировать, конечно, сделать потом вопрос-ответ. Стримчик. Владимир, здорово. Звук, конечно, нормальный, потому что все время был нормальный звук. Я не знаю, там, по-видимому, вот эти глушилки, которые стоят, они отдельно резали звук, отдельно картинку резали, там, и так далее. То есть, поэтому у многих, например, по VPN, например, картинка уходит, короче, а звук, допустим, хреновый. А это потому, что вот эти вот, так скажем, как они называются, DI, да, DI. Ну, там чувак мне пытался объяснить, что это такое. Ну, то есть, как бы, фишка такая, что вражки, те люди, которые занимаются ограничением интернета, они как бы, ну, работают на путинский режим, прям альтруистично, по-мощному, короче, всю вот эту пропаганду, на которую выделяли деньги американцы, короче, всю прекратили, но при этом все мы, короче, все вот эти маленькие каналы небольшие, которые несли правду и несут правду о ситуации в Бурятии, они тоже оказались обрезанными. В итоге, естественно, количество... Ну, то есть, мы не получаем финансовые средства от американцев для того, чтобы там вести бурятскую пропаганду, да, за Бурятию это Енисея до Амура. Но, с другой стороны, нам-то это хорошо, что большое количество вот этих вот так называемых россиян, оно там все повыпердалило, так скажем, хороших русских вот этих, да, которые сидели плотно на грантах, вот это все, леваческий этот спектр, всякие там феминистки. Феминистки, они хороши, как бы, но когда они не получают американские бабки. Да, и феминистки хороши, когда это не какая-нибудь там путинская кобла, которая там, ну, значит, откинувшись там с зоны, значит, ходят где-то там в школах, значит, там вот эту пропаганду галимую там гонят, что про традиционные ценности, да про все прочее, там, про сильных женщин русских, там, и все прочее. То есть, они хороши, когда они работают, когда у них семьи, когда они воспитывают грамотных, значит, критически настроенных государству детей. Вот это феминизм я поддерживаю. А те, которые вымирают, вот эти лесбиянки бездетные, значит, там вот эти child free и так далее, это действительно нужно лечить, потому что я знаю достаточно большое количество вот этих особ,
так скажем, которым не важно, какую идеологию придерживаться, главное вовлечь, они от этого получают кайф, короче. У них есть вот такая вот, знаете, ну что ли, внутренняя какая-то вот ущербность, и они хотят вот, чтобы вот эту всю их ущербность, да, получили вот эти обыкновенные, ну, примитивные людишки, которые, в общем-то, ну, ведомые становятся вот эти вот жертвы там сект всяких, жертвы вот этих пирамид и так далее. Я думаю, ну, блядь, ну как можно быть такими тупыми? А потом понимаю, это же людская сущность в принципе. То есть вот почему столько тупых бурят, да, и они оправдывают свою тупость же ведь. Вот никто не признается в том, что ну, мы тупые, да, им проще сказать, что мы герои. Вот там одного героя своего, кстати, завалили, короче, да. Ну, то есть, видимо, почувствовал под собой, что ли. Я не знаю, землю почувствовал или что, или в момент он не понял, что там кидаться на мужиков определенного рода, значит, внешности, натуры, да, вот не стоит. Ну, он там, видимо, значит, под воздействием каких-то паров алкоголя там и все прочее воспринял, что он в бронежилете, там, значит, обвешан всякими цацками там и так далее, что он сейчас 12 раз на нож прыгнет, короче, и ничего с ним не станет. Ну, в итоге сам спровоцировал драку, судя по всему, короче, там ребята оказались не из робкого десятка, базар вот этот, видимо, гнилой, который с языка этого СВОшника тек, короче, не выдержали, ну и немножко его ножиком потыкали, короче. Оказалось, что он не Рэмбо, а оказалось, что он просто еще один генерал воздушных войск. Ну, так ему и выпустили воздух маленько, ну и помер. И второй такой же тоже там что-то бросился. Но таких случаев же полно, и после войны такое было тоже там. Вот эти герои войны там приходили, в общем, значит, вот эти алкоголики и так далее, они там что устраивали, в банды сбивались, изнасилования устраивали там, в общем, непорядок там наводили, короче. Ну, с ними быстро со всеми разобрались, потому что это больное существо изначально было. Изначально там кого из колхоза выдергивали? Лентяев, люмпинов таких же там и так далее. Ну, я имею в виду Вторая мировая война. Ну и вот, и сейчас Путин активно, короче, ну, деды-то поумирали уже все, там уже приходилось там им всяких фейковых там ставить, вертухаев там и так далее, ну, уже не солидно, да. Там уже эти афганцы там перемерли, там с первой чеченской, со второй, ну, как бы за единую Русь они там, да, за, там, что, как это, я песенка-то, я русский, там все прочее, вот это все борода, да. То есть уже, ну, некорректно, да, там использовать в ветеранах, там, насильников и убийц, значит, из чеченских компаний, например, да. Уже там можно огрести по полной. И, соответственно, ну вот сейчас такая вот у Путина, значит, маленькая победоносная война, но, как мы видим, Трамп очень мощно пошел, короче, там лом в заднице, это, конечно, фейк, но ситуация такая, что нефть по $30 за баррель, очевидно, скоро будет, потому что Мадуру сейчас скинут, и Трамп там это вот эти вот всякие свои заявления там по поводу Гренландии, по поводу Канады, по поводу, значит, Мексики, там, Панамы и так далее, он делает неспроста. Он там из них сбивает коалицию против Мадуры. И все соседние страны, с которыми граничат с Мадурой, они уже его хотят сбросить. И Бразилия, и, значит, Колумбия, все уже готовы ввести, значит, войска в Венесуэлу, оккупировать ее, там, эту Мадуру повесить. Ну и еще самое немаловажное, что там же есть такая страна Гайана. Гайана, и это, по-моему, если я не ошибаюсь, бывшая английская колония, да? Нет, не Гайана, нет, подождите, сейчас погуглим. Чтобы быть точными. Так. Так.
Нет, Гаяна, да, да, да. Все-таки Гаяна, все-таки я был прав. И дело в том, что у Гаяны там какой-то очень мощный пласт, я так понимаю, земли, ну, то есть там есть некоторая спорная территория, на которой вот какая-то шикарнейшие пласты нефти лежат. И вот Венесуэла, они там что-то, значит, в прошлом году какие-то там, значит, действия военные, то ли войска вот на эти спорные территории ввели там и так далее. А там, стало быть, ну, вообще, ну, непроходимые джунгли. Собственно, почему его не освоили? Ну, тяжело, трудно, короче. Там все, видать, изрезано этими реками, там перепады какие-то и все прочее. Ну, то есть, Гаяну эту, значит, не обытывали, как его, не осваивали. Ну и все. И сейчас Трамп вот тихой сапой готовит коалицию, да, принуждает вот эти страны типа Мексики и Канады, короче, тоже войти в эту коалицию путем вот этой тарифной войны. А тарифная война, ну да, там это хохочет, вот эти всякие там, значит, эти тикток-блогеры, там все прочее. Ой, да типа вот яйца, там большая часть яиц, там чуть ли в некоторых штатах она не из Канады приходила, большая часть там, значит, из Мексики, там что-то вот эти цены начинают сравнивать и так далее. Типа в Америке там цены возросли и так далее. Да, но американец, он покупая на кредитную карту там все прочее, да, он об этом вообще совершенно не заботится. Да, конечно, там по кому-то там ударили эти цены, там рост цен, но я не знаю, там настолько огромный рынок, настолько американцы богатые, что они просто, в принципе, 3 месяца это не заметят, но 3 полгода, год могут там переплачивать, так скажем, да, для них это абсолютно нормально. Но за этот год просто целые отрасли в той же Мексике, в той же Канаде вымрут. И это абсолютно понимает и Трюдо, и, значит, вот это президентша Мексики и так далее. То есть они прекрасно понимают, что Трамп что-то хочет и надо будет договариваться. Потому что это американский рынок для них, а не наоборот. И поэтому, естественно, что Трамп говорит, мы датируем фактически там на 100 миллиардов долларов экономику Канады. Да, то есть огромные отрасли в Канаде, они заточены чисто под то, чтобы какие-то американские отрасли потребляли вот этот там газ, нефть, электроэнергию, там, значит, еще какие-то там, ресурсы, да, которые они там из Канады, обворовывая, опять же, коренных, да, поставляют. Плюс немногие знают, что достаточное количество экономики в Канаде это британская монархия до сих пор. И вот эти компании Северной Земли там и так далее, все это принадлежит короне. И непосредственно Трамп бьет по кошельку британцев. Почему? Потому что надо решать вопрос с Венесуэлой. А если Венесуэлу, там, скажем, установят дружественный режим Трампу, то цена на нефть резко упадет. Потому что самый большой источник нефти, погуглите, да, это Венесуэла. Причем все там заточено под экспорт именно в Соединенные Штаты Америки. Понятно, что некоторые говорят, что американцы, мол, типа не заинтересованы, там какие-то себестоимость добычи нефти, там что-то там 5-10 там и так далее. Но тогда, извините, а что тогда, когда себестоимость там больше $200 была, значит, добычей сланцевой нефти, и вдруг все американцы внезапно вложились во все это, да, то есть оборудование покупали, там эти глубокие шахты делали и все прочее. А потому что, это выгодно в конечном итоге, потому что они знали, что начальное капиталовложение, но то количество нефти и газа, которое в этих сланцевых пластах сосредоточено, оно с лихвой окупало бы. Конечно, да, там рост цены на нефть это во многом отчасти спекулятивный был, отчасти для того, чтобы оправдать значит, военные расходы в Ираке и в Афганистане, да, то есть понятно. Но сейчас ситуация такая, что, вы помните же, например, перед коронавирусом, да, там же случилась удивительная составляющая, что Китай внезапно, то есть он закупил такое количество нефти, что они вынуждены были строить на всем побережье Китая усиленными
темпами, значит, и датировать эту, значит, отрасль, да, и там вот весь юг Китая, он забит просто этими нефтехранилищами, да, в которых нефть, закупленная там по каким-то ценам, вдруг хранится, перекачивается с этих, значит. И естественно, что, ну, 2 года коронавируса, ну да, сейчас война, она, конечно, привела к тому, что там вот какие-то перераспределения ресурсов произошло, там, значит, награбили, наворовали. Ну, вот теперь тут же Зеленский, например, он говорит, да, а мы получили только там 75 миллиардов, 85 миллиардов. Типа, мы никаких там почти 200 миллиардов долларов от Америки вроде как не получали. Но американцы посчитали все, то есть там непосредственно прямая помощь. Во-вторых, они посчитали, сколько американские фонды дали на релокацию беженцев с Украины. Они посчитали, сколько USAID дали, и вполне возможно, что Зеленский не обладает полностью информацией, сколько на самом деле выделили американцы денег, потому что я вот на одном мероприятии был, и там тело говорит, что там вот украинские фонды самые богатые в Европе, говорят. А я говорю, что такое? А он говорит, ну, вот вы понимаете, подземные школы строили для детей и так далее. Ну, это же вообще бред. Вот, психика. То есть, строят подземные школы, ну, мол, а я думаю, ну, вы представляете, под землей, чтобы строить школу, да? Ну, я просто не представляю, это какие ресурсы тратятся, да, и что подразумевается, что это подземная школа. Для детей якобы будет функционировать постоянно, что ли, или для чего это все делается? Ну, это какой-то вот, просто, я не знаю, то ли распил, то ли какая-то совершенно бредовая идея по той простой причине, что если русские захотят и скинут туда какую-нибудь бомбу, да, на вот такую подземную школу, ну, так, извините, оттуда никто не выберется. Это же бред какой-то совершеннейший, да, и оказывается, таких множество бредовых проектов, просто вот это USAID, извините, финансировал. При том, что проще было профинансировать убийство Путина, там, я не знаю, табакеркой, там, я не знаю, там, термоядерную бомбу на него сбросить. Я давно предлагал. Термоядерное устройство или нейтронное устройство. На самолете посадить украинского патриота, на самолет типа Цесны, короче. Он пролетает и над Кремлем взрывается. Все, привет. Высшее военно-политическое руководство сразу все дохнет. Значит, ну, подгадать просто момент, там дохнет какое-то, наверное, количество ватников. Эти нейтронные, значит, боеголовки, они там низкой мощности, 4-5 там мегаватт всего, короче. То есть это меньше, чем Хиросима в 2-2,5 раза. Ну, зато смертельнее, конечно. Там, в бункере там все выжжет, там будет курица. Ну, точнее, не курица, там также вроде люди будут, но там уже на клеточном уровне пройдет разрушение. Страшная вещь на самом деле. Но это как вариант сковырнуть вот эту глисту, короче, которая в Кремле сидит, и которую все русские никак не могут ее сбросить, короче. Ну, сейчас условия, конечно, такие, что Трампу надо решать гораздо более интересные задачи, нежели чем там пытаться, значит, какую-то непонятную там войну залезть, кого-то там спасать там и так далее. Потому что, ну, в общем-то, откровенно говоря, эта война всем выгодна. И Европе выгодно, и, как мы видим, и Украине выгодно по тому количеству просто ресурсов, которые из Украины выводятся, сколько там вот этих коррупционных дел выявляют. И выявляют именно те коррупционные дела, где, ну, как вражки то же самое, мимо кассы берут. Ну, вот какой-то там глава ТЦК там что-то где-то что-то сам брал, ни с кем не делился. То же самое вот сейчас в Академгородке, там есть такой академик или членкор Кабов. Ну, и это длинная история, там еще что-то лет 5 она там тянется, или сколько, короче. То есть, они взяли какой-то мега-грант, ну, там, на 5 или на сколько миллионов. Судя по всему, на этот грант работало там 2-3 аспиранта, значит. И вот я просто за этой эпопеей так вскользь слежу. Ну и вот
Этот Кабов, значит, якобы вот он предложил какую-то идею. Сейчас вот даже глянем, почитаем, что это такое. Кабовченко, Спорнетран, заведующий лабораторией в Институте теплофизики Сибирского отделения Академии наук. Но вот это, к слову, этот институт теплофизики, это первый институт, который там, подождите, нет, не первый, один из первых институтов, который возник, потому что само-то вот это вот завуалированное понятие теплофизики, это связано было с какими-то ядерными там исследованиями, процессами и все прочее. Там он, по-моему, чисто математический, если я не ошибаюсь, потому что ну, там на стыке, наверное, он все-таки работает с физикой. Да, наверное, все-таки на стыке работает. Ну, в общем, ситуация такая сейчас, подождите, что он там? Вот там установка сделана, худо-бедно собрана, значит, какая-то. Это ситуация абсурда, когда ученый обвиняется в несоздании экспериментальной установки, экспериментального образца, хотя они есть в наличии в Институте теплофизики. Суть обвинения Кабова в том, что якобы нет научных результатов, не созданных, вот, хотя они патенты, изобретения, доклады, диссертации, суд отказывается проводить экспертизу именно образца. Вместо этого пришел следователь, выдрал из образца отдельные элементы, отдал их экспертам, которые на основе этих выдранных элементов сделали вывод о том, что это образец, который не создан. Но ситуация там очень простая. До этого, ну, открою вам секрет, тоже я общался с людьми, там был такой массовый проект, сейчас погуглим, кстати. Так, этот, что-то 100 миллионов там рублей выделили, что ли, какой-то мегагрант на... Так. Что-то уже все потеряли. Ну, короче, была такая там при... Значит, Медведев там приехал, значит, в Новосибирский академгородок, ему что-то там показывали, какую-то тоже экспериментальную установку, типа, это вот прообраз будущих российских МРТ для медицины. И типа, короче, вот этот МРТ на самом деле можно чуть ли не за 5 миллионов рублей собирать. Ну, а то, что МРТ на самом деле, ну да, может быть, вот эту всю физуху, короче, там оболочки там и все прочее, или там какой-то вот действующий там сверхпроводящий магнит можно было за 5 миллионов что-то собрать, да? Но там-то основное это программное обеспечение, потому что эта же картинка, она же там не как рентген там просвечивается и что-то вылезает там, да? Это все визуализация, там это определенные сложности возникают, то есть там все вот это именно начинка сама дорогая. Плюс, ну, понятно, что эксплуатация, но в целом понятно, что при использовании МРТ там вот, он сам продукт дорогой, короче, но получается само исследование копеечное. Именно на это-то и расчет. С другой стороны, конечно, они там во всех этих российских этих там заряжают, что там, ну, если хочешь платное МРТ пройти, там какие-то невероятные суммы. На самом деле все это дешево. Ну так вот, и там какие-то ученые, давай, говорят, нам грант на какую-то сумму. Ну и по идее получили. Там несколько институтов, все сидят, все довольны, короче. А кто кого заставит работать? Ученых-то нет. Все же понимают, что это фикция.
Ну, те покрупнее, у которых там кандидатская, докторская там и так далее. А вот аспирантики же есть, короче. Взяли там каких-то аспирантиков. И это было, по-моему, между ядерной физикой, короче, институтом и этим, как его, НЭТИ, техническим институтом там. Как он? Раньше НЭТИ назывался, а сейчас НГТУ, по-моему. Да, НГТУ. Новосибирский государственный технический университет. Ну и вот там два каких-то, значит, талантливых довольно аспиранта. Они, короче, за это все дело взялись, короче. Ну, платили им там какую-то зарплату, там, ну, может, 10, может, 15 тысяч, короче, да. Но вы представляете, взяли-то сколько? Взяли сотни миллионов. Ну и в итоге там проект, он как-то очень хитро звучал, то есть в конечном итоге, ну то есть за эту сумму можно было там, ну как минимум по их расчетам дать 20, короче, значит, аппаратов МРТ, а по факту они просто настрочили огромное количество макулатуры какой-то технической, ну типа вот вся наша работа там, НИОКР там, НИР, короче, научно-исследовательская работа там и так далее. Все, что возможно, все, что есть, туда воткнули. И ребята работали вот за эти копейки. Ну, они вот такие же вот, я говорю, ученые вот вражки, они такие же вот рекруты, рабы, как вот эти. То есть ничего нету, ну, то есть такие же абсолютно, как вот эти вот, которые идут на СВО, короче. Я бы не сказал, что они тупые, что у них низкий уровень интеллекта и так далее, но они безвольные. А вот тут в случае с Кабовым попался армянин, который, в общем-то, и талантливый, судя по всему, ну и не безвольный. И он понял, когда его этот товарищ Кабов просто шваркнул. То есть они, видимо, забились на один уровень финансовых средств, да, а Кабов сказал, что ну вот мы тебя там устроили там куда-то, ну и типа делай там и так далее. И вот они, по-видимому, по деньгам не сошлись. Ну и тогда вот этот представитель, он взял, написал, что, говорит, что это все фикция, короче, что Кабов никакого отношения не имеет, и, собственно, почему следствие. Потому что разработчик реальной этой установки это не Кабов. Это вот тот стукач. И, конечно, я абсолютно не оправдываю этого товарища, но я понимаю, почему это произошло там в Новосибирске, потому что, ну, понятно, академическая среда, там членкор, он уж, ну, думал, что он несменяемый, короче, как говорится. А вот этим, ну, попроще, да, там, они же ничего не понимают, ни в науке, ни так далее. И самое главное, что все вот это вот околонаучное и научное сообщество, оно там, ой, там ученого, это там. А я говорю, ну позвольте, ну стукач-то тоже из ученой среды. Правильно, а в 30-е годы то же самое было, там те же самые вот эти вот Нововилова доносы писали и так далее, тех, кого он пригрел там. Но тут фишка в чем? В том, что я более чем уверен, что сам Кабов прощелкал моменты, подумал, что он как членкор справится с этими аспирантами, а вот тут не с растухи, к сожалению. Ну, вот такая вот, значит, ситуевина. При этом либеральные ученые оправдывают Кабова еще и тем, что, оказывается, Кабов принимал участие в каких-то расчетах в свое время, связанных чуть ли не с Орешником, не с другими баллистическими ракетами. И вот вроде как вот они вроде как и против Путина, да, но зато вот какой вклад в науку этот Кабов внес, да, то есть вот разрабатывал эти, ну, не сами ракеты, но, видимо, расчеты какие-то проводил, короче, чтобы эта ракета прямее летела, чтобы убивала как можно больше людей и так далее. То есть меня это даже очень сильно веселит, потому что люди, ну, вообще, в принципе, нифига не понимают. С другой стороны, понятно, что там в комментариях у ученых много вот этих. Я раньше-то не замечал, что там много аутизма, да? Ну вот, например, исследовательница у нас есть, Вьюшкова. Ну, это же пример, ну, вообще вот непонимание социализированности вообще какой-то. То есть вот она там, ну, строчит посты там и так далее, и там говорит, вот я единственная, кто бурят там защищала, там, что-то. Ну, то есть, и не понимает, почему буряты, они, ну, вообще, в принципе, ее зачухивают-то, короче. То есть, в ее логике мировоззрения, да, она действительно против украинской пропаганды выступала, там, значит, против демонизации бурят и так далее. А вопрос, а нужно ли было это бурятам?
чтобы ты их вьюшкала там защищала. Может быть, мы, буряты, хотим быть демонами, понимаете? Мы хотим вот этими быть убийцами там и так далее, чтобы нас боялись. Вот может быть, вот так мышление вот этих обыкновенных бурят действует, потому что, ну, зачуханная, забитая нация в Бурятии, ничего не решающая абсолютно. Не могущая взять власть в Бурятии, не могущая поставить своих на местах, понимаете? Вот. А они хотят именно такими бессовестными убийцами, понимаете? Может быть, к этому стремится вот эта вот вся масса, которая ползет сейчас там в путинские окопы и так далее. Ну и судя по всему, судя по обратной связи, как там в некоторых местах, я вот на последней конференции выступал, там получил один из наших коллег по построссийскому пространству, там негативные комментарии в свой адрес, в адрес бурята там и так далее. Но я понял, что ребята, видимо, ну, с нуля, то есть это не какие-то там, знаете, эти, типа Арестовича там, или еще каких-то выдумщиков, типа там, сидящего в Нью-Йорке, там, где-то прячущегося за Маринкиной юбкой, там, генерала воздуханских войск, да, то есть это те вот, ну, которые с нуля. Естественно, я понимаю, что там буряты, им, наверное, кровь сильно попили. Ну, вот эти вот, которые там научились за это время воевать. Я абсолютно понимаю, что у них и ненависть, и все прочее, что там доставляют достаточно много проблем. Другое дело, что эти буряты по возвращению вот такие же вот. Ну, то есть он там-то герой, там все, боевое братство и так далее. А когда там чуть-чуть выпил, короче, и уже за базаром не следит. А у нас регион такой, где надо, как говорится. Ну, понимать место, время там и так далее, на кого ты прыгаешь, тем более там другие пожилые мужчины стояли, короче, ты просто по традиции не можешь на него голос повышать. А тут, ну, герой напился, почувствовал под собой землю, ну, в итоге 12 раз на нож прыгнул. Поэтому, ну, тут абсолютно ничего удивительного, что вот эта научная среда, аутизм, вот этот синдром Аспергера. Вы же видели этого дурачка-то, короче, больного синдромом Аспергера, Маска, что он там вытворяет-то, короче, это же вообще, ну, ужас. Сейчас все в шоке, говорят, неужто все такие эти миллиардеры, вот дали мы им, вместо того, чтобы колотить, ну, как вражки, бывают же вот такие, ну, чудаки, ну, их там колотят, там по башке бьют, там поджопники им ставят и так далее, ну, такие несоциализированные представители. А он потом раз и социализируется, и пить, бухать начинает, и все прочее, короче, ну, то есть, не в ту степь идет. А вот в странах капитализма и так далее, ну, таких детей опекают и так далее, там, у них хорошие старты, в университеты поступают, потом какие-нибудь продукты создают айтишные, там, так далее, продают, становятся богатыми, да, но они не социализированы, им никто под жопу не пинал. То есть, если бы Маску попался, вот, условно говоря, в его там 30 лет вот такой, как БНД, короче, например, то, ну, я не знаю, сейчас бы, наверное, ну, Маск бы был Маском, а БНД где-нибудь бы замочили, например. Ну, то есть, все-таки в странах капитализма совершенно абсолютно другой подход к, так скажем, к воспитанию и так далее. Я, в общем-то, это поддерживаю. Так, ой, Иванушка, дурачок у меня выскочил. Дэвид. Так, Туяна Цыдыпова пишет, Воздухан общается с Ханхалаевой, молодая Вьюшкова, его признают другие бурясты, а вас нет, почему? Ну, я несколько, конечно, другого интеллектуального уровня, короче, немножко повыше, так скажем. Плюс я заслуженный, то есть у меня минимум одна статья экстремистского характера, если это кто? Это нонеймы фактически. Вы же понимаете, что я же отец бурятской демократии. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так, а не иначе. Поэтому, естественно, что, ну, бывают, ну, вот эти вот непонятные люди, там, инфо-цыгане, там, это все прочее, короче, там, что-то, да, уже там присаживаются и так далее. Но... Ну, на каком-то уровне, да, ну, там, принимают, ну, там, молодец, короче, типа, там, что-то у него есть, там, ну, проблема
кроме Вьюшковой, наверное, с языком. Но Вьюшкова, вот она не политик же абсолютно, да, то есть она ничего не соображает. Потом у нее внешность такая, ну, скажем, непривлекательная, да. А политики, они все-таки, ну, вот сравните с Марией Мезенцевой, например. Сейчас давайте я даже тут на этом выведу, да. Вот Мария Мезенцева. Сейчас мы, подождите. Сейчас, подождите. Сейчас мы выведем. Погодьте. Так, а куда оно все свалилось-то? Ладно, сделаем вот так. Сейчас, погодите, сейчас угорнем с вами. Так, где она? Куда она пропала-то, ё-моё? Вот она. Так. Вот, посмотрите, Мария Мезенцева, да? Сейчас вот мы ее... увеличим. Мария Мезенцева, депутат Верховной Рады Украины, которая, ну, в общем-то, продвинула несколько проектов деколонизационных по-настоящему, да? Ну вот смотрите, наша красавица, как ее, Юшкова, да? Ну, понятно, где политик, да, а где, ну, просто вот, так скажем, ученый. Поэтому, ну, что, ребята, ну, про что мы разговариваем-то вообще? Так что, что там, как говорится, это, понимать-то, правильно? Ну, общается, да, общается, что там, пару раз выпили где-то там, пересеклись и так далее. Ну, Молодаева. Ладно, Молодаеву, там, про Молодаеву не говорите. Ну, последний раз, вот, по крайней мере, я когда был подписан на нее, там, значит, и она где-то с таким глупым видом, ну, вот, эти репрессии же были, да? Ну, я вот гляжу на эту Молодаеву, и она вот так, да, репрессии же были. Я понимаю, что, ну, блин, ну, максимум, что она об этих репрессиях знает, что, ну, один из ее предков мог там это в комбиде или в колхозе на кого-то постукивать, короче. Ну, то есть она вообще, в принципе, не понимает этот вопрос, вообще никогда не исследовала в своей жизни, короче. То есть она не росла в той семье, во-первых, репрессированных, где кто-то был, да. И я видел таких, кстати, я встречал таких бурятошек, короче, у которых тоже там кто-то был репрессированный, но они всю советскую власть оправдывали. Что, мол, его, значит, ни за что взяли, что он вот ничего из себя не представлял и так далее. Ну, очевидно, что это не так. Очевидно, что все репрессированные что-то из себя представляли. А если его просто так взяли, ну, значит, болтал много, короче. Там кому-то что-то набалтывал и все прочее. Или там в его среде там были какие-то стукачи и так далее, которые его просто сдали.
То есть, и вот эта вот попытка оправдать советские власти за то, что они уничтожили кого-то из твоих предков, вот это, я считаю, самое такое, это даже больше зрада, как скажем, предательства по отношению к своим предкам, нежели там еще какие-нибудь вещи. Встречал такие, бывали такие, значит, там. А почему? Потому что я так подозреваю, что все-таки нужно вот эти вот архивы открывать, и вот среди вот этих всех там БНД, Циринжаповых, там этих, там полно стукачей. Ну почему там они повылезали-то все в советскую власть-то? Ну стукачи, вы уже видите. Ну и, кстати, я вот сейчас работаю над тем, чтобы вот этих персонажей оттуда из США начать депортировать, короче. Вот администрация Трампа в этом отношении нам должна помочь, короче. Потому что, даже не потому, что там что-то с политической позиции плохо там и так далее, а потому что они преступники. Уже попадались, а один-то точно попался и сидел в американской тюрьме. Теперь ему ничего не грозит там. У него не будет никакой там защиты, ему даже дополнительную защиту не дадут. Так что этот персонаж, как в техасской судья сказал, ну вас там посадят, и тем более этот персонаж, он будет сидеть в ментовской тюрьме, потому что он дважды УФСИНовец, дважды менты, дважды там еще кто-то, короче. И он будет сидеть там по этой 275 статье, или по какой его там статье, по 205, короче. Ну, еще 5 лет, плюс еще десяток где-то дадут, короче. Ну, дай бог выживет, короче. Ну, депортировать этого представителя надо, короче. Туяна Цыдыпова, что вы пристали? Я-то как раз видный мужчина, короче. На меня сама Габсбург Дуглас заглядывалась, когда я в Вене был. Ну, я зашел, смотрю, женщина на меня смотрит, поздоровался по-немецки с ней, она со мной тоже поздоровалась, короче. Но смотрела она только на меня, ну, потому что фактура зашла. Так. Но, Мерген, мы же говорим про то, чтобы были и красивые, и умные еще, и в нужном месте сидели. Вот давайте я вам еще раз покажу. Вот давайте вот на красавицу вам покажу. Вот. Сейчас. О. 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 Ну и все, ну и что там говорить-то, короче. Не надо даже ничего выдумывать. Повторяйте, Бурятия для бурят. Бурятия для бурят. Бурятия для бурят. Каждый день с утра. Туяна Цыдыпова там все не имется ей, короче. Туяна, найди себе уже мужика, короче. Хоть какого-нибудь найди. Хоть страшного, хоть косого, хоть кривого, хоть мента. Так. Сейчас пока давайте я поставлю на сравнение. Сбегаю себе кофе сделаю.
Ну, что там, Мерген? Ручки из-под стола вытащи. Ну, во-первых, Вьюшкова наша. Хоть у нее фамилия не наша, короче, да? Ну, бывает, ну, в Новосибирске сошлись в одном там этом блоке жили, я не знаю. Любовь там случилась, может быть, у друг друга первые были. Там бывает такое, привязанность там уже больше сродни, они как себя чувствуют, видимо, не муж с женой, а как это, брат с сестрой, например. Ну, что-нибудь такое. Но я временами вообще сильно опасаюсь за психическое здоровье вот этого Вьюшкова, потому что, ну, представляете, с таким деколонизатором жить. Причем, ну, я считаю, что это все-таки там вот недавно у этого, как у Габасова прям был такой этот, что вот, посмотрите, у бурят там вовлеченность, какая-то молодежь. Я думаю, где молодежь он среди бурят нашел вообще активную, политически? Это он инфо-цыган имеет в виду, что ли, которые там, ну, это, на деколонизаторской теме там сидят? Я понимаю, те нарративы, которые там с Казахстана, с Кыргызстана идут, да, они там вот этими леваческими этими представителями американских вузов распространяются. Ну, вот это типа вот этой, как он, идеология, которая избавляется. Сейчас, подождите, сейчас. Ну, вот этот Волк, который, мне там еще какая-то этот. Ну, в общем, вот это вот все там, вот это либеральная это все хрень, короче. И у них там, естественно, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. То есть основной-то элемент деколонизации убран. Что нужно вообще полностью все деколонизировать общество, короче, вместе с колонизаторами, короче. А они так говорят, ну, вот мы, мол, их сознание деколонизируем, да, ну, вот вы представляете, ну, просто вот этот материальчик, блядь, вот, ну, который у нас в Бурятии там живет. Вот этих люмпинов, это быдло поколенческое, которое столетиями быдло нищие за счет бурят жили. За счет наших ресурсов, за счет того, что мы не размножались, они размножались, понимаете? Вот она в чем логика. Они говорят, ой, вот про это не надо говорить, вот надо просто этим сказать, что вот у нас же тоже культура есть, у бурят. Отец говорит, да какая ваша культура нам подчиняться, мы всю эту вашу культуру переделали под себя, короче. Понимаете, вот эти шапки остроконечные, там, все прочее. Максимум, что вам дали, это с вашей культуры, это танцевать и плясать, короче, не управлять. Эти говорят, ну ладно, там вот это все, ну потом все по-хорошему там будет, ну когда-нибудь потом что-нибудь случится, короче. Сейчас недавно там встречаюсь на съемках, значит, с ребятами и общаюсь там и так далее. Ну, говорю, ну, в Кыргызстане там, да, все хорошо. Ну, я говорю, ну вы же там по-кыргызски говорите. Нет, говорит, мы там говорим по-русски. Я на эту кыргызскую гляжу, я говорю, что ебанутая, блядь. Я говорю, ну ты ж кыргызский знаешь язык? Да, говорит, знаю. Но мы там говорим по-русски. Я думаю, блядь, ебанутая, тебя деколонизировать, что ли, или что, короче. Ну, то есть, молодая совершенно глупая. И причем вот для этих молодых как раз, вот таких же буритосов полно, молодых вот этих вот. Для них вот это вот, ну да, деколонизировать. То есть,
Вот для меня деколонизация, она абсолютно по-другому выглядит. Чистая Африка, короче. Почему? Потому что в Африке вот изгнали фермеров, да, ну, допустим, белых, там, Зимбабве, там, еще где-то. Ну, у них там, типа, спад произошел, производство, что-то там и так далее. Ну, почему? Потому что они представители экспортной экономики были. Это же очевидно, туда завозилось. Или там же где-то в Африке, в колониях добывалось большое количество удобрений, туда завозилось, они там, значит, это зерно выращивали для своих колоний, вывозили туда в колонии там и так далее. Попутно, короче, какое-то зерно там в Африке оставалось. И это привело к тому, что, ну, дешевая еда африканцев стала миллиард. Раньше там муха ЦЦ прореживала различного рода малярии, болезни там и так далее. Короче, прореживали население. Сейчас все лечится. Естественно, в некоторых странах население выросло невероятными темпами, короче. И деколонизация, она в этом отношении помогла там в Африке снизить население, по крайней мере, темпы роста прекратить. Иное дело, что сейчас деколонизация там приобрела следующие параметры, что люди зарабатывают деньги и через Беларусь, через другие страны пытаются в Европу попасть. Но ровно по той причине, что в бывших метрополиях хорошо живется. И они полное право это имеют. Приехать в метрополию и оттуда вытягивать средства для своей хорошей жизни. Видим такую деколонизацию где-нибудь. Ну да, видим. Представители Центральной Азии, там, Кавказа и так далее из Москвы выгребают какие-то средства. Но буряты где? Хакасы где? Якуты где? Что в таком большом количестве выгребают что-то? Нет, естественно, этого же не происходит. Почему? Потому что нужны свои собственные государства. Кавказ имеет свою собственную государственность. То есть, вот пообщавшись здесь с кавказцами, я понимаю, что это абсолютно нету там вот этой даже вопроса о деколонизации никакой. Кавказцы никогда не подвергались колонизации, а если подвергались, то никак в этом не участвовали, в отличие от тех же бурят, например, и так далее. Ну, мы же видим вот там, что в Юшкове образовались, там, Морландихе образовались, Ханхалаева тоже наполовину, да. И полно таких на самом деле. И, конечно, они вот так с этих вот, ну, у меня там бабка или там дедка русский, но я вообще-то бурят, и вообще-то вот считаю, что бурятам не надо о независимости или о суверенитете думать. А как же? Вот у меня там родня, тут родня, ну, понятно? Понятно, что ты, ну, ты не лезь к бурятам, как говорится, раз не считаешь, потому что буряты все как один считают, что нам нужна независимость, что нам нужна суверенитет, что Бурятия должна работать в интересах бурят, что бурятам нужна именно бурятская власть, а не подобие. Не дай они вот эти просто русские чиновники с бурятскими мордами. Нам нужна по-настоящему бурятская власть. И Бурятия должна быть от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Повторяйте эти 3 фразы утром, днем и вечером. И да пребудет с вами Тенгри.